Добрый день, шановное господарство. Вы глядите живую трансляцию Радио Свобода з Горадні. Сёння тут праходзіць мітынг Святланы Тихановскай, чарговая яе сустрэча з выбаршчыкамі гэтага кандыдата ў прэзідэнты Беларусі. У горадні месца для мітынгу абранае у адрозненні ад іншых гарадоў, дзе праходзілі сустрэчы Тихановскай, не на ўскрайку. Гэта не цэнтральная савецкая ці плошча Леніна, але Калоскі парк, гістарычнае і важнае для горада месца каля цэнтру горада. Вось неўзабаве ўжо пачнецца афіцыйна гэты мітынг. Людзі ўсё яшчэ сцягваюцца. Вы бачыце, як яны вось пасля пунктаў пропуску і дагляду міліцыі ідуць па цэнтральнай алеі да сцэны. І таксама з бакоў шмат людзей падыходзіць сюды на гэты мітынг. Для горадні Тихановская гэта такой адметны кандыдат, таму што менавіта тут 2 месяцы таму, амаль роўна 2 месяцы таму, быў затрыманы Сергей Тихановскі, блогер і муж кандыдаткі, які прыехаў сюды на збор подпісаў і ўвечары быў затрыманы разам з некалькімі прадстаўнікамі свайго штабу Святланы Тихановскай. Людзей, па словах мясцовых журналістаў, тут сабралося больш чым. Звычайна збіраецца на палітычныя акцыі. І вось я размаўляў з гарадзянскім журналістам зараз, і ён кажа, што ўжо ўражанне такое, што вось колькасць людзей блізкая да таго, колькі было тут на свяце БНР-101. 101-я гадавіна БНР адзначалася ў горадні летась у 2019 годзе, і па ацэнках назіральнікаў тады сабралася тут 5000 чалавек. Яшчэ не пачаўся сам мітынг, а тут ужо дакладна ёсць пару тысячаў чалавек, і людзей вось становіцца ўсё болей. Гэта другі дзень такога заходняй паездкі Святланы Тихановскай па Беларусі. Учора у яе былі сустрэчы з сваімі патэнцыйнымі выбаршчыкамі ў Маладэчне, Смаргоне і Лідзе, адкуль мы вялі жывую трансляцыю. Вось. А сёння у яе ў графіку абласны цэнтр горадня, а потым Волкавыск і Слонім. Заўтра яна паедзе па Берасцейшыне, і будуць мітынгі ў Баранавічах і Берасці. Мы прыйшлі сюды дзесьці за паўгадзіны, нават раней, і калі яшчэ толькі мантавалі сцэну, і тады, напэўна, пару соцень людзей было, і вось за гэтай паўгадзіны проста на нашых вачах вельмі імкліва збіраецца аўдыторыя Святланы Тихановскай. Добрый день. Это Радио Свобода, у нас живая трансляция. Катя, Радио Свобода. Добрый день. Можно распытать вас, распавядзіце, калі ласка. Катя ўсё ведае. Распавядзіце, калі ласка, вось пра сённяшнюю імпрэзу, чаму вы вырашылі далучыцца і чаго чакаеце? Мы сейчас живем в Минске, но приехали поддержать наш родной город. Приехали сегодня на митинг еще и в Гродно. Поддержать наших друзей, наших родственников привезти. Вот. Ну, то есть мы все вместе мы сила. А сваякі таксама з горадні ці з Менска? З Гародні. Ці вы увогуле раней ведалі пра Святлану Тихановскую і Сергея Тихановскага? Ну, до всего этого, наверное, нет. Но сейчас мы поддерживаем всеми руками и ногами. Чаму усімі рукамі і нагамі?
Потому что мы за честные выборы, за свободную страну. Мне кажется, что это наш билетик туда. А ўвогуле нейкія падобныя палітычныя мерапрыемствы, акцыі можаце прыгадаць, на якія вы ў горадні хадзілі? В Городне нет, в Минске Новая Боровая, мы, может быть, слышали, много чего там было. И цепочка солидарности, вот мы участвовали, поддерживали своих. Добре, дякую вам вялікі. Вось учора, дарэчы, у Лідзі таксама сустракалі людзей, якія цяпер не жывуць там, але прыехалі з Менску ў свае родныя гарады, каб наведаць мітынг Святланы Ціханаўскай. У яе вельмі шчыльны графік, і вось па некалькі гарадоў на дзень. Добрый день. Можно вам задать питание? Радио Свобода, живая трансляция. Распавядзіце, калі ласка, вось про кандидата, на якого вы сегодня пришли на встречу. За Тихановскую пришли. Нужно что-то менять в нашей жизни, в нашей стране. 26 лет, сколько терпеть можно? Надо какое-то благоразумие уже, достоинство, чтобы наши дети вот были. Сын мой. Так само, згодны. Так само. Я заслуженный тренер Республики Беларусь. Проработал, я мало проработал, уже пенсионер, всего лишь 15 лет. Но стал заслуженным тренером, добился этого результата. И мне обидно даже за своих тренерский состав, который получает пенсию 500 рублей. Заслуженные тренеры, которые представляют нашу страну на международной арене. Это идиотизм. Другие люди получают совсем другие деньги. А уважаемые люди получают, которые честь страны отстаивают, получают копейки. Надо в этой жизни что-то менять. А увогуле вы, вось сярод там спартоўцаў, сярод вось вашага асяроддзя, наколькі людзі вы зараз зацікаўленыя выбарамі і палітыкай увогуле? Я думаю, я уже давно не работаю тренером, но я думаю, с кем я общаюсь из спорта, то 90%. І на чыім баку яны? На боку перемен. Чтобы поменять что-то в нашей жизни, в нашей стране. А вось, раскажыце у горадні, якія праблемы, вось што у гэтым горадзе трэба памяняць, на вашу думку? Пра што не дбаюць там гарадскія ці абласныя ўлады? Уже не буду объяснять. Пускай уже люди думают и говорят. Это на митинге. Большое спасибо. Дякую вам. Вось там зараз можна паказаць. Гэта, я так разумею, з сягамі. Вось зараз вельмі актыўна людзі пачынаюць такі разагрэў пэўны, і людзі машуць сцягамі. Вось учора у каментарях адзначалі, шмат хто адзначаў, што ў Лідзе надзвычай шмат было сцягоў чырвоных белых найперш, і вось тут таксама мы бачым, як шмат людзей прыйшлі са сцягамі, і вось тут яшчэ мы калі стаялі, раздавалі сцягі. Вось стаіць чалавек з 2 сцягамі, можам падысці да яго спытаць. Так, зараз ён заняты. Добрый день. Гэта Радио Свобода, у нас живая трансляция. Распавядзіце, калі ласка, чаму вы решили прийти сегодня на гэты митинг? Во-первых, посмотреть на этих смелых девчонок, а во-вторых, что-то изменить. Чему вы кажете смелые девчонки? Потому что пойти на такое надо иметь смелость. А як ви думаєте, чому там на передніх виборах подобних ініціатив популярних не було? Наверное, люди чего-то боялись, может быть, чего-то... Наверное, боялись чего-то. Чего боялись ранее и чего не боятся зараз? Наверное, всегда есть предел. Этот предел наступил. А у вас есть так само такая межа страху была? Нет. Поэтому я здесь, сейчас. А раньше просто этого не было. Таких организаций, скажем так.
А сейчас? Не було політичних сил, які раніше вас цікавили? Нет, не было, честно, не было. А сейчас вот так случилось. А дык, ну, вось распавядзіце, чым, ну, вось прывабліваюць, ну, вось гэтыя кандыдаткі, ну, кандыдатка фактычна, аб'яднаны штаб у параўнанні вось з людзьмі ад традыцыйнай апазіцыі, якія балатуюцца на пасаду прэзідэнта. Простите, пожалуйста, я недавно в Беларуси, поэтому я не, скажем так, не ведаю белорусскую мову так, как надо. Поэтому не совсем... Чым кандыдатка гэтая адрозніваецца ад кандыдатаў апазіцыі іншых, якія зараз балатуюцца? Ну, наверное, чем? Господи, чем же они? Так сразу сейчас я не скажу. Но, понимаете, когда смотришь, все что-то обещают. В принципе, как и девчонки обещают что-то, правильно? Но, наверное... Господи, как же это? Ну, просто я на них надеюсь, вот так скажу. Вот и все. Дзякую вам вялікі. Ось уключили музыку, вы чуеце, спадзяюся, песню «Я нарадзіўся тут», якую спявае Зміцер Войцішкевіч у запісу. Вядома, не жывую. І ўсё яшчэ сцягваецца шмат людзей сюды на мітынг Святланы Ціханаўскай. Было, потому что она без Тихановской. Добрый день. У нас живая трансляция «Радио Свобода». Распавядзіце, калі ласка, чаму вы решили вось на Тихановскую сёння прийти? Решили, значит, решили. Пора что-то уже решать. Вот и все. Коротко, не ясно. Не, распавядзіце больш падрабязна, что трэба вырашаць? Ну, решать это самое все по поводу детей, по поводу внуков, по поводу этого самого. Мы уже тут свое дожили, пенсионеры. А этот, вот так. А дык вы падтрымліваеце кагосьці з кандыдатаў, уже вырашылі, за кого будете голосовать? Дело в том, что на данном этапе нет кандидатов в это самое. Ведут, ну, сами знаете, что. Вот. Но дело в том, что нужно решение какое-то принимать для нас, стариков. Вот и все. Добре, дякую. Коротко, не зовсім зрозуміло, якое рішення, про яке рішення казав гэты чоловік. Добрый день. Радио Свобода, у нас живая трансляция. Вось пытаемся, что гарадзенцаў примушае приходить на Тихановскую сегодня. Хороший вопрос. Наверное, просто остался единственный альтернативный кандидат, который проводит митинги, на которые мы можем прийти, послушать и узнать, что нам предлагают нового. Вот. А іншыя кандидаты, ці яны уже были у городе у вас? Я ничего не слышал, поэтому не могу сказать, были, не были. Знаю, что есть этот митинг, я на него пришел. А что вы думаете про политическую кампанию сёлетнюю?
Смешанные чувства. Это все очень странно. У меня других комментариев нету. Вот. Я считаю, что это странная компания. Вот. Странне, дивне у сенсі яким? Вообще все, что происходит, это, вот у меня одно слово странно. То есть я ожидал другого. Вот. Якого? Я ожидал, что будут кандидаты ездить там по городам, общаться все, абсолютно все. Все до одного общаться там с людьми открыто. Вот. Но на самом деле есть кандидаты, которые вот собирают митинги, есть, которые вообще ничего не делают, и зачем они, непонятно, да, то есть, как-то... І не кажуть, що це дзеля безпеки людей, вони не збираються. Может быть. Вот, но не знаю, что вам сказать. Добре, дякую велике. Вось месца, дзе мы пачыналі, стрым ужо запоўненыя людзьмі, і ўсё больш іх збіраецца. Вось адсюль, напэўна, каля 300 метраў да сцэны, і вось вся гэта пляцоўка паркавая, можаце зараз бачыць, забіваецца людзьмі. І, конечно, не параўнальна, напрыклад, з тым, што мы былі ў Лідзе. Там жыве ў 4 амаль разы менш людзей, чым у горадзе. І на ускрайку горада знаходзілася пляцоўка. Вось. І цікава, конечно, колькі сёння тут прыйдзе людзей. Добрый день. Радио Свобода, живая трансляция Радио Свобода. Розповідіть, де ви білошований білий стяг взяли? На входе плохо слышно. Радио Свобода, живая трансляция. Вось розповідіть про Тихановскую, на яку ви сьогодні прийшли. Що ви хочете від її почути? Уже чули, просто хочете побачити її вживую? Я от нее уже все услышал, что я хотел. А хочу ее просто пришел ее поддержать. И хочу, чтобы здесь было не пока что, считаю, у нас немного в Гродно. Гродно какой-то сонный город. А надо равняться на Минск. Там люди выходят тысячами. А у нас еще слабовато. Все хотят перемен. И за 26 этих годов я только вчера встретил одного человека, моего знакомого, который поддерживает Лукашенко. Я просто в шоке. В моем окружении за эти 26 лет ни одного, кто его поддерживает, нету. И в первые же годы знакомые медики говорили, что наш президент нездоровый. А чому ви кажете, що сонний город Гродно? Малое... я хотел, чтобы тут все было в людях. Даже по тем, почитаешь прессу, там в городе 20 человек арестовали, там больше, а у нас 1-2. Слабо. Я считаю, что Гродно слабо поддерживает. И поэтому я считаю, что он какой-то сонный в этом отношении. Ви кажете, що серед ваших знайомих вашого зросту нікого не зустрікали? За 26 лет. Это, скажем, второй человек, которого я лично знаю. Но я очень много общаюсь, очень много у меня знакомых. Это позавчера был всего лишь второй человек, который его поддерживает. А як же 83%, 70% на выборах? Это брехня, это не может такого быть. Это просто людей загоняют. Я знаю, я был наблюдателем на 2 выборах и знаю, как это все делается. Когда он не побеждает, да,
каких-то 2000 там каких-то году он набрал больше, на самом деле. Но был бы второй тур. Но когда принесли и эти члены избирательной комиссии с такой насолодой выворачивают урну с досрочным голосованием, где, ну вот утрированно скажу, из 100 бюллетеней 98 за Лукашенко. И сразу он побеждает. Ну что тут сделаешь? А сёлета ці не може такого бути? А у гэтым годзе ці не може такого бути? То же самое будет, ребята. И наблюдатели, они независимых, даже я не говорю в избирательной комиссии, они даже наблюдателей не пустят, а пустят своих проверенных. Поэтому надо поддерживать любого, но, как говорят, только не Лукашенко. Ну и на улицу надо выходить. Другого я не вижу. Ну вось сёння насамрэч шмат людзей, по-моему, сабралася для горада. Калі вы такі, бачылі, каб столькі людзей на палітычны мітынг выходзілі? Ну сегодня да, я приходил, но столько я не видел еще в Гродно, столько еще первый раз. Но я был на Чернобыльском шляхе и в Минску, когда там было больше 20 тысяч. Вот это да, вот это я понимаю. Ну, удачи вам, ребята. Дякую. Дякую вам. И вас поддерживаю. Нагадаю, у горадні праходзіць сённяшні мітынг у Калоскім парку. Гэта гістарычнае месца недалёка ад Калоскай царквы, самага старога будынку Беларусі. І гэта недалёка ад цэнтра горада, вось у адрозненні ад іншых гарадоў. Гэта не знаходзіцца на ўскрайку агітацыйная пляцоўка, як выдзялялі для Святланы Ціханаўскай там у Гомлі, у Магілёве, у іншых гарадах. Добрый день. Можно вам задать? Нельга. Добрый день. Добрый день. Это Рада Свобода, у нас живая трансляция. Скажите, вы сами из Городни? Так, я з Гродні. Распавядзіце, калі ласка, ці вы былі на папярэднім на мітынгах по сбору подписов за Тихановскую? Нет, на этом митинге мне не удалось, я не побывала. Но потом, в последующем, я подписалась за Виктора Бабарику и за Сергея Цепкала. И сегодня я пришла поддержать этих трех прекрасных женщин. И я за то, чтобы наша страна стала свободной, независимой, за то, чтобы голоса людей считали, чтобы считали с моим голосом, а не выбрасывали его в урну, чтобы суды были независимыми, чтобы по надуманным обвинениям людей не бросали в тюрьмы, чтобы не было угрозы семье, как нам всем известно, и Светлана Тихановская вынуждена вывести своих детей, и над семьей Цепкала такая угроза нависла. Поэтому я за перемены и за то, чтобы мы в конце концов освободились, потому что то, что творит эта власть, это омерзительно, это гадко. И в центре Европы за 26 лет мы в конце концов должны прийти к свободе, должны прийти к тому, чтобы люди стали жить лучше, чтобы с нашей, кто оказался в эмиграции по различным причинам, политическим или по экономическим, у них была возможность вернуться назад и быть полезными в этой своей стране, на своей земле. Поэтому я поддерживаю трех наших прекрасных женщин. И живе Беларусь! Дякую вам. А теперь мы можем показать, как Светлана Тихановская идет по улице города. С комментарием зараз побачите это видео. Эту учительницу не портрет. Когда я закончил школу, я видел учителя. У вас в белом.
Женился второй раз, я видел этот портрет. Когда 1 января 2020 года у меня родилась маленькая белоруска, я тоже видел этот портрет. Это были важные моменты в нашей жизни. И сегодня я вышел. Мне не страшно. Я надеюсь, что этот момент настоящий. Я в последний раз. Пожалуйста, на провокации. Просто я вас очень сильно попрошу. Люди, которые с вами сегодня классные люди, вот посмотрите на соседа слева, посмотрите на соседа слева, посмотрите, пожалуйста, и скажите: сосед, ты классный. А сейчас посмотрите на соседа справа, посмотрите на него, и скажите: сосед, ты тоже классный. И все вы классные, честные, свободные люди. Тут уже почаўся мітынг. Адсюль можам паказаць карцінку, як шмат людзей на гэты момант знаходзяцца. І ўсё яшчэ працягваюць з некалькіх бакоў сцягвацца людзі да мітынга Святланы Тихановской. Добрый день. Добрый день, Радио Свобода. Вось хотели поговорить вас с вашим великим сцягам. Скажите, калі апошні раз вы ўвогуле выходзілі са сцягам гэтым на вуліцу? Першы раз. Сёння только забраў з пошты. А дагэтуль быў у вас дома белы сцяг? Ну, не было, толькі зараз появіўся. Што змянілася, што вось у 1 жніўня 2020 года упершыню ў жыццю вырашылі выйсці на вуліцу з белым сцягам? Ну, перамен трэба, і вось каб паддзяржаць сваіх кандыдатаў, за якіх я буду галасаваць. Вось гэта і стала для мяне такой прычынай. Так вот. А ваши кандидаты, то бок вы уже вызначыліся з тым, за кого будете галасаваць? Ну, гэта абавязкова Святлана Тихановская. Чаму не іншая? Ёсць яшчэ 4 кандыдаты. Ну, гэта уже даўным-даўно усім зразумела, чаму. Вось, і... Ну, такие вот, да. Агитационная у них была кампания, ничего про них непонятно, не знаем, не слышим, поэтому вот про кого слышим, про того и будем. А увогуле ці на подобные мероприятия калісьці у городе не выходили? Ну, мы приходили на прошлой неделе, субботу, воскресенье, но вот сегодня гораздо больше людей собралось. Але, ну, до гэтага лета увогуле раней? Раньше, ну, у нас нельзя было особо на такие мероприятия ходить, поэтому и не ходили. Хлопать нельзя, ничего нельзя. А зараз можно? Ну, сейчас, наверное, да. Пока что. Может. А так як ви з гэтым сцягам ішлі па горадзе, везлі яго? Ішлі па горадзе са сцягам? Як далёка адсюль пешкі? З лядовага дворца, это так. Бяспечна было ісці з белым сцягам? Праз двары шлі, но так. Ну, может, не попалось просто, вот, нам никого. Для окружающих безопасно, потому что все хлопают, сигналят, а с остальных не знаю. Добре, дякую, не будем вас затримувати. Всего доброго. У каждого в жизни есть лиша. Молодцы. Добрый день. Можно вас? Что? Спытать. Нет, Беларусь! Беларусь! Живи! Беларусь! Вось скандуе гэты мітынгу некалькі тысяч, прынамсі, чалавек. Добрый день. Радио Свобода. У нас живая трансляция.
Скажите, коль ласка, чому ви вирішили прийти сюди? Потому что мы не хотим оставаться в стороне. Мы хотим светлого будущего для нас и наших детей. И поэтому мы пришли поддержать. А ви з дочкою прийшли? Да, это моя дочка. Мы пришли поддержать кандидатов, всех кандидатов в президенты. И поддержать людей, своих детей, своих родителей, бабушек, дедушек, друг друга. І вас теж. Скажіть, ну ось біло-червоний стяг, як давно у вас він є і як часто ви виходили з ним на вулицю? Выходила не так много, могу сразу сказать, но он дома давно. Года 2-3 точно. Вот. Чи були ви на імпрезі БНР-101, яка тут проходила летось? Не была. Не была праца, работа, не было возможности. Сейчас появилась возможность, и я пришла с удовольствием, с надеждой в будущее хорошее, светлое. А які ввогалі настрої серед ваших знайомих на кандидата у президенти? Ось серед кого переваги у ваших знайомих? Все мои знакомые, они за новую власть, за изменения, за перемены и светлое будущее. Так. А ну, для вас світле будущее. Ну, ви кажете, що, ось яких перемен термінових ви б хотіли від будущого президента? Терминовых? Да. Что одразу, неоткладно мусило бы быть? Ну, мы очень надеемся, ну, по крайней мере, я очень надеюсь, что будут отпущены люди, которые незаконно находятся в местах заключения. Вот. И очень надеюсь, что будут проведены новые выборы, и они будут на самом деле честные. Мы прекрасно понимаем, что на данный момент не совсем происходит все так, как все бы хотели, но мы считаем, что данная ситуация, она будет к лучшему. И мы делаем все, чтобы это случилось. Дякую вам велике. И вам спасибо. Добрий день. Радіо Свобода. Так. Ви прийшли так само адмислово на цей мітинг Тихановський? Так. Да, розповідіть ввогуле про те, як політична кампанія у городі проходить. Я вельми люблю мужних людей. Я им готовый поклониться до низкой земли. Я больной человек, у меня онкология гортани. Я буду говорить очень с сыном. Я иду с сыном. Чтобы жить у радости и счастья, треба свободы, фундамент свободы нам закласть. И вот с сыном мы идем, чтобы этот фундамент закласть для нашей свободы у всей Беларуси. Я вельми уважаю этих девчат. Это смелые. Нема, других слов нема. Я не могу навод найти других слов, чтобы выразить удячность этим трем девчатам, которые смелость на себе взяли. Ось Олександр Лукашенко казав, що Конституція Білорусі не написана під жанчину. Женщина, жизнь дала женщина всем на свете. Это надо всем понять. Мать, и это святая мать, и это белая Русь, наша мать. И мы должны за нее бороться, за эту мать белую, чтобы она всегда была чистой, прозрыстой. Ну, не знаю. Слов больше не знаю. Вот с сыном идем, вот мой сын. Добрий день. Боксер. Ці ходили ввогуле, ну, разом з батьком на подобні політичні мероприятия? Я хворею часто. Мне рак гортани. И коли мне было тяжко, и он меня за границей сопровождал, и он мне сказал, он выступал по боксу на чемпионате, и говорит: папа, я за тебе, я на этом ринге как будто с твоей болезнью борюсь. Это человек тоже, который не трус в жизни.
Это смелый. И смелым надо быть в жизни всегда. Беларусь для смелых людей. А што вось моладзь думае пра гэтыя выбары? Вось скажыце, калі ласка. Ну, я думаю, что, не знаю, что должны быть перемены. Честные выборы, Должны быть честные выборы, и перемены должны быть. Вот, в этом году точно должны быть уже. Потому что это уже... Сколько вот людей уже пришло, столько людей пришло. И я в думаю, жизни что... коснулся, можно я скажу? Я в жизни коснулся горя, как говорится, стою одной ногой на этой земле, а другой, плаваю. Конечно. Но самое, что мне не есть, это, чтобы человек не боялся сказать чего-то, слова. Что вот этим он мог... если он боится, это не жизнь, понимаете? Все было, богатство, все прошло, все проходит. А вот честь остается у человека навсегда. А раньше, раньше офицеры за честь и стрелялись даже, понимаете? Ради чести, чтобы честь сохранить. Это самое такое, чтобы честь была у человека. Если чести не будет, ничего не будет. Мое такое мнение. Может, я плохо говорю, извините меня. У меня проблема тут такая-то. Дякую вам за ваше меркаванне. Дякую вам, что вы смелые тоже. Хочу пожать вам руку, можно? Дякую. Так. Вельмі такое эмацыйная прамова была гэтага чалавека. Вы зараз чулі. Добрый день. Радио Свобода, у нас живая трансляция. Скажите, вы с дочкой вырашили прийти на гэты мітынг? Чаму на Тихановскую сегодня? Потому что мы все ждем перемен. Як давно вы чекаете перемен? 26 лет. Доченька не помнит еще. Помнит только одного президента. Но я тоже. Хотя мне чуть больше. Но в сознательности то у меня только один президент пока был. Шмат з людзей з прыхільнікам дзеючай улады кажуць, што яны прывыклі, што іх задавальняюць усё, яны акурат у гэтых пераменах бачаць небяспеку. Што можна адказаць? Што вы ім адказалі? Я слежу за новостями. За новостями, конечно же, которые говорят правду, потому что телевизор не смотрю уже несколько лет, то есть не смотрю новостей. И то, что сейчас происходит, у меня просто иногда даже не хватает злости на это все смотреть. Поэтому я думаю, что 2020 будет годом перемен. И что-то произойдет однозначно. Менавіта ж у вас у горадзе быў затрыманы 2 месяцы таму Сергей Тихановскі. Што вы думаеце наконт таго выпадку? Да так, а что думать? Там все было видно на видео. Сергей был вообще далеко. Цирк, что можно сказать. Одним словом, цирк. Постановка театральная. А вось пра апошнія навіны з баевікамі выяўленымі, што зараз яшчэ ў Беларусі 170 баевікоў знаходзіцца. У нас, как обычно, если посмотреть в каждые выборы, постоянно что-то происходит. Постоянно что-то происходит. То боевики, а как только президент остается при власти своей, оказывается, все, ничего не было, всех отпускают, улик нету. То же самое. Я уверен, что... Причем за что задержали? За то, что не пили? За то, что с девушками не были в одинаковой форме? Это что, противозаконно? Добре, дякую вам велике. Пожалуйста. Пойдем. Добрый день. Это Радио Свобода, живая трансляция. Не знаю. Дякую. Скажите, калі ласка, вось пра сённяшнія мерапрыемства. Чаму вы решили прийти и что вы думаете про ту колькость людей, какая зараз? Очень радует колькость людей, потому что до этого был момент, что пришли на митинг и как-то думали, будет более массово. Сегодня просто в восторге от того, что творится. Очень ждем выступления Светланы и надеемся на перемены.
Ну, але Святлана уже другий тыдзень ездзіць, яна выступае шмат дзе, ці вы уже чулі яе прамовы і... Да, смотрели стрим с Минска, еще с нескольких локальных таких городов, где есть знакомые, посмотреть, что происходит. Но сейчас невозможно не быть в курсе всего, чего происходит, невозможно не смотреть каждое ее выступление, потому что иногда общаясь, ну то есть мы общаемся в кругу людей, которые полностью за Светлану и за перемены, но ты понимаешь, что где-то живут люди, которые живут в своем сознании все еще в каких-то древних временах, когда думают, что наш Александр Егорович всех спасет и все хорошо. Вот. И ты обязан быть полон информации, чтобы мочь им парировать, и чтобы своим родственникам, бабушкам, дедушкам и, не знаю, соседам бабушек и дедушек как-то приводить их в чувство. Поэтому Белсат, Свобода и все смотрим, наполняемся, нефта. А что ваши бабули и дядули думают на конт политики? Ой. Ну, а зачем что-то менять, если все равно ничего не изменится? Все же хорошо и так. Мало получаем, но живем же. Главное, чтобы не было войны. Не, ну у меня бабушка читательница Хартии 97, уже стабильно, сколько она существует. Но как-то... Все боятся. Да, но активное участие не принимает. Все потеряли надежду, что перемены какие-то могут произойти. Вы верите в то, что про перемены, про какие вы кажете? Ну, люди, верим, которые но... хотят перемен, они помогают в это верить, потому что иногда печально все становится внутри, но нужно держаться. Да, когда с просто упрямством встречаешься людей, даже не подискутировать, потому что аргументы не помогают и... Ось у меня питання, тут вельми шмат людей со стягами. Ось питаюся, як давно и вы ввогуле выходили со стягом на... Возможно, в 2010 году, в 2015 не очень сильно проявлял гражданскую позицию, а сейчас было сложно его найти в какой-то момент. Но вот второй митинг в Гродно, второй раз с ним, и на машину еще повесили. Да, у нас есть машина, на котором висит стандартно погоня. Все бибикают. Да, когда очень проезжаешь. Приятно. Да. И иногда, если остановился, спрашивают, не отбирают машину после той истории. Никто не трогает, все хорошо. Один раз остановили просто проверить документы, так что можете вешать спокойно, ездить, и всем будут бибикать, и люди радоваться вокруг. Хотел только испытать, и нема небеспеки в этом. Нет. Нет, спокойно останавливали, в обычные дни. В митинге, вот как сегодня, я не знаю. Но в обычные рабочие будни останавливали, проверили документы, отпустили, ничего не предъявляют. Все тихо, мирно. Добре, дякую вам велике. Спасибо. Сустрэча Святланы Тихановскай у Городні. Калі вы зараз глядзіце гэта на Ютубе, калі ласка, не забывайте подписаться на наш YouTube канал, а таксама на Telegram канал Радио Свобода. Вось за нами стаяць дзяўчыны, якія, відаць, пазначаюць колькасць удзельнікаў. Бо на кожнай сустрэчаў праходзіць падлік. І калі у нас атрымаецца, асцярожна можна спытаць. Скажите, а вы подлічваеце людей? А, не, ой, вы малюеце просто. Ой, выбачайце, гэта там просто малюецца, не подлічваецца. Добрый день. Это Рада Свобода, у нас живая трансляция. Распавядзіце, калі ласка, вось што пра гэтую палітычную кампанію думаеце, пра кандыдатаў вось сённяшняе, і хто сёння выступае, і іншыя. Кто вам даспадобы найбольш? Ну, вообще, я хотела голосовать за Бабарика, но, к сожалению, наша власть не допустила его как кандидата в президенты. Я знаю, что у него была очень большая поддержка. Но наши штабы объединились, и мы, естественно, поддерживаем и будем голосовать за Светлану Тихановскую.
Еще бы я хотела сказать, возможно, меня услышит кто-то из наших чиновников в городе. Существует очень большая проблема. Это связано с предприятиями, которые у нас в городе находятся. И санстанция, которая должна следить за окружающей средой, за здоровой средой в нашем городе, совершенно не предпринимает никаких мер. И постоянно нас кормят отписками, что у нас в городе все прекрасно. На Вишневце постоянно воняет, простите, каким-то навозом. Мы уже сколько раз обращались, нам постоянно говорят, что хорошие замеры. Да, потому что эти запахи появляются ночью или в выходные дни. И санстанция говорит, мы в это время не работаем. Ну так неужели нельзя сделать так, чтобы поработать в этот день, когда идет вот этот вот запах? Ну, в общем... На Девятовке тоже люди задыхаются от аммиака. Завод «Азот», постоянно запахи этой серы. Все это чувствуют, но нам все время говорят, что все в норме. Но как же так? Люди задыхаются от смрада. И санстанция всегда нам говорит, что никакие показатели не превышены. И вот смотрите, эта власть просто не хочет слышать своих людей. Понимаете? Не хотят ничего для нас сделать. Вы... Так, ну просто не перший... Понимаете, наболело, очень наболело. Ну, с нашего прекрасного цветущего города превратили в какую-то помойку просто. Нет ни парков. Вот парк в центре города, сюда не добраться. Молодые районы построили. Ну, негде, невозможно даже выйти с коляской и погулять. Один асфальт, асфальт. Понимаете? Ну, не першы раз просто люди приходять на подобныя сустрэчы і распавядаюць пра мясцовыя праблемы акурат, з якімі мясцовыя улады, на якія не рэагуюць. Вось. А ўвогуле ці мясцовыя СМИ гэтыя праблемы падымаюць? Да, они поднимают эти проблемы, но все заканчивается тем, что санстанция сказала, что все хорошо. Вот и все. Вот то, что они поднимают. Толку от их поднятий никаких. Никакого. Дякую. Большое. Добрый день. Добрый день. Да, Рада Свобода, живая трансляция. Расскажите, калі ласка, вось як увогуле ў горадзе адчуваецца палітычная кампанія гэтага года? Скажу так, что в городе местами очень так свежо, очень интересно, но никто не хочет, скажем так, огласки, поэтому все так более партизанским методом это все. Ну, вы не так само по-партизанску кажете? Так, я скажу так, что я аполитичный человек был, как и многие здесь, вот. Но в связи с тем, что я молодежь, вот, мне 24 года, здесь никаких перспектив нету. Я, как и многие, поехал работать за границу, я водитель, вот. Поэтому я тот человек, которому нужны эти перемены, потому что я родился здесь, я люблю свою страну, я горжусь людьми, я горжусь белорусами, потому что они так вдохновляют, реально. Я просто счастлив, что есть такие люди, что они поднялись. Хочу сказать, чтобы они объяснили своим мамам, папам и бабушкам, что если у них что-то есть, если они там в деревнях находятся, и у них есть там, скажем, участок земли, там домик такой, им все нормально, что главной войны, что нет, это неправильно. Я бы хотел, чтобы они прислушались к молодому поколению, потому что, скажем, нынешнее правительство делает упор на пенсионный возраст, на пенсионных людей. Поэтому, я хочу, чтобы они прислушивались именно к молодежи. Вот, поэтому, очень странно, конечно, когда говорят, что так у нас же войны нету, так ее и не должно быть. Вот. Поэтому я не мог сюда не прийти, поэтому там меня уже много ждут людей. И я сюда шел, я смотрел стрим с телефона и ехал сюда, и с надеждой, что я по-любому сюда попаду, скажу, потому что вы не поверите, сколько моих хороших друзей тоже, скажем, моих взглядов, вот.
Розповідіть ось про, ви кажете, мами, тати, бабулі, дядулі. Ось що ваші бабулі і дядулі думають про політику и про эти выборы? К несчастью, у меня осталась только одна бабушка, но она, ну, скажем, смотрит только государственное телевидение, нету никакой альтернативы, но ей уже больше, чем 80 лет, поэтому, ну, я как бы ничего не могу, скажем, сделать, повлиять, как бы, вот, что им надо? Им надо, вот, чтобы пенсия там была и все такое. Я не буду говорить, что, типа, там, зарплаты, там, это все понятно, но скажу, что вот моя мама, например, ну, вот, она зарегистрировалась там в соцсетях, подписалась на группы, она интересуется, она у меня молодец, и поэтому, ну, я хочу, чтобы все также прислушивались, потому что если мы будем смотреть, скажем, только там БТ или ОНТ, то, ну, ничего не будет, пока не будет перемен каких-то, пока люди не поймут, что самое интересное, что мне обидно, что люди сидят в СИЗО, политзаключенные, ну, в тюрьмах, все вот эти, которые подняли нашу страну, дабы все хорошо жили, и они ради нас сидят в тюрьме. Я надеюсь, что они не будут сидеть позже, но вот это придает просто, ну, такую силу, такую, скажем, ну, чувство просто. Вот, поэтому спасибо вам за вашу работу. Я смотрю, что вас там задерживали, носы ломали. Вот. Хочу только так сказать, что некоторые люди не понимают по-белорусски. Я добро размовляю по-белорусски, особенно в школе, когда был, вот. Но сейчас как-то уже на русском, вот. И так, еще хотел просто так сказать, вот эта маска, вот, если что, меняйте просто, она вам поможет. Ну, все. Так что все, живе Беларусь. Добре, дякую. Я вось зараз стало відомо, што Святлане Ціхановскай цяжка дабрацца да месца мітынгу. Горад перакрыты, і саму Ціхановскую спыняюць супрацоўнікі ДАІ вельмі часта, і чым запавольваюць яе прыезд сюды у Калоскі парк, дзе тым часам, ну, сабралася, цяжка мне сапраўды ацаніць, але так прыстойны людзей, гэта некалькі тысячаў, не ведаю, 2-3, ці ёсць тут 5 тысячаў, вось, але цэну на метр, напэўна, 300 цалкам абступілі вось з усіх бакоў. Зараз можам паказаць гэтую карцінку. Побачыце, мы адыходзім все далей і далей, таму што людзі займаюць месцы на вось гэтай сцяжыне шырокай, на гэтай праходзе да абеліску у Калоскім парку. Добрый день. Добрый день. Мы з Радыё Свабода. Вось размаўлялі толькі што з хлопцам 24гадовым, кажа, што ягоная бабуля і увогуле бабулі і дзядулі ў горадзе не ведаюць нічога пра Святлану Ціхановскую, таму што глядзяць толькі тэлебачанне. Адкуль вы даведваецеся інфармацыю про Светлану Тихановскую? Видел только так. Я чуть-чуть знаю Сергея Тихановского, ну, по роликам. Прекрасные ролики. Мне один особо мне прекрасный ролик есть его. Это мое личное мнение. Очень прекрасный ролик. Насколько красиво он все там. А сколько вам годов? Мне много уже. А как вы думаете? Мне столько, как вы думаете? Я не могу, я не скажу. 76. А вам? 70 будет. И где вы глядите, ну, вот ролики Сергея Тихановского, где вы их глядите? И на интернете. У вас дома интернет, компьютер, сами все? Не, сами. Не очень, но чуть-чуть владеем. И что вы там робите? Просто у интернете новины шукаете, и подписаны на некие каналы? Ну и подписываемся тоже. Есть у нас такие каналы, которые нам нужны. Подписываемся на каналы. Но пришли на этот... Я хожу на митинг, я мало был на митинге. Я был на митинге, когда там он был профсоюза, начальник профсоюза.
Дома? Чигирка, да. У меня есть его календарик. Так это было 20 годов тому. Вот я был тогда. И с того часу не ходили на митинги? Не, наверное, тот раз и этот раз. Як шмат было людей на тым митингу? Ці больше, чем сегодня? Нет, там было человек вот столько, как тут, вот, меньше, чем тут. Мало было. А что вы мне подарите? Ничего. А у нас с календариками вы мне подписали бы. Я, если куплю календарик, подойду к вам. Добре. А розповідіть, ці шмат сяброў, ну, вось вашага ўзросту, так само ў інтэрнэце читаюць навіны? Есть. Есть, читаю, да. Есть. Мы русскоязычные. Я сам поляк, но я русскоязычный. Я учился только в русской школе. Добре. Але ви самі з города, так? Да. Ну, батьки мои с околицы были. Ну, местные тут тоже самое. Добре, дякую вам. Мы учились в русской школе, мы русскоязычные. Ну, на польском владеем. Прошу пана могу розмовляти по-польськи, що пан розуміє пан, не по-польськи. Ну, Трохи. Добре, дякую вам. Мої діти глядять вот этого. А як ваші діти, що ваші діти про політику думають? Нормально. Хорошее интервью было, нет? Добре. Хочешь выборы по чесноку? Но у тебя их нет. Но ты можешь сделать их. Ладно, ты не можешь. Но мы все вместе можем. Тема такая. Мы все вместе берем и Зараз у нас буде відео з дрону адсюль з городні. Участков почти 6 тысяч, а нас будет 200 тысяч. Мы просто будем смотреть, чтобы все было по чесноку. Если кто-то что-то, мы ему: ку-ку, алло, это же наша страна тоже. И он такой: ой, извините, привычка. И все сделал правильно. Короче, план настолько простой, что обязательно сработает. Пройди по ссылке, мы расскажем, как стать наблюдателем. Мы вроде как разобрались. Будет круто, если пойдут вообще все. И то, что вы... Расскажи про идею своим друзьям прямо сейчас. Аплодисменты честным людям. То, що ви зараз побачили, гэта было за паўгадзіны да пачатку. Зараз людзей тут у некалькі разоў болей. І бачыце, што ось працягваюць просто такой плынню з некалькіх накірункаў. Вось і адсюль, і яшчэ тут бакавыя сцяжыны ёсць, па якіх таксама падыходзяць людзі на сустрэчу з Святланай Ціхановскай, якая яшчэ сюды не даехала. Ужо прайшло амаль гадзіна пасля афіцыйнага пачатку. Вось, але ў горадзе цяжкасці ёсць з перасоўваннем, і ДАІ правярае і спыняе часта саму Ціхановскую, таму яна так марудна сюды дабіраецца. Потому что она не может на машине доехать, и ДАИ не пускай ближе до парку. А похлопайте те, кто уже 26 лет всей душой и сердцем горит за то, чтобы в нашей родной Беларуси. Зараз Святлана Ціхановская выходит до парку, уже пешки ідзе, і хутка будзе праходзіць праз пункт пропуску, дагляду міліцыі, і у нас будуць гэтыя кадры. И спрашивают, журналисты спрашивают: вы из Грозного или нет? Я из Гродно. Родился в агрогородке Вертилишка. Я белорус. И этим горжусь. Наконец-то настало время, когда нужно гордиться. Мы белорусы, и мы этим гордимся. Так, у нас есть информация, что Святлана Ціхановская зараз ідзе праз галоўны уваход до сцены, и, может быть, у нас атрымаецца яе падпільнаваць, і раптам атрымаецца пагаварыць з ёй.
Чего чекаете от этих выборов? Нагадаю, гэта горадня, недалёка ад цэнтру горада, Калоскі парк, гістарычнае месца, дзе сёння праходзіць сустрэча з кандыдаткай у прэзідэнты Святланы Ціханаўскай. І тут ужо сабралася некалькі тысячаў, прынамсі некалькі тысячаў чалавек. А сама Святлана... Ага, так, ці не... А зараз можете на екранах побачити, як Світлана Тихановська наближається до парку. Марсово поле в Париже. Здравствуйте, удачи вам. Спасибо. Где браслеты? Браслеты? Где браслеты? Где это сегодня? Это вопрос про браслеты сразу. А у вас много браслетов? Ой, давайте мне тоже. Ваше мнение, мнение меня и людей, которые все думают. Кто считает, что сегодня собралось 30 человек? 30 человек. 50. Зараз прыходзіць вялікая група людзей. Гэта аб'яднаны штаб нарэшце змог дабрацца да Калоскага парку, і так вось арганізавана яны падыходзяць да пункту дагляду міліцыі і праз сам парк будуць праходзіць на сцэну. Калі атрымаецца, паспрабуем пагаварыць з самой Святланай. Да, мы штрафуем главный коридор. Спасибо. Скажи, что если не будет стрима. Да, ребята, если не будет стрима, значит все там легло. Вероничка, иди сюда, на эту сторону. Здравствуйте, все мы рады видеть вас. На вас надеемся. А мы на вас. Нам нужны женщины, да? Так, девочки, где девочки? Девочки. Світлана, розповідайте, що здарилося з вами у Гродні? Мы работаем. Чому так довго їхали? Потому что были какие-то проблемы с техникой, со сценой, с установкой сцены переносили, да. Не було, не замінали вам, міліція не замінала сюди доїзду? Ну, сотрудники ГАИ не дали заехать. Ну, сотрудники ГАИ, да, не дали заехать. А что, станица, вы не пустили подъехать до самого парка, так? Да, ну мы прекрасно прогуляли, нам очень понравилось. Движение жизни, да. Это наш человек. Это наш человек.
Чаша не достала. Эй, ла-ла-ла-лай. Ты не шагай, ты не шагай. Мы вместе. Мы вместе. Паша, я сейчас Беларусь, нашу милую маму. Вперед, ребят, чуть-чуть вперед. Быстрее продвигайтесь. Паша, шаг вперед! Шаг вперед! Можно пройти такой коридорчиком? Мы теперь спробуем подойти до сцены, тому що там вельми щільний коридор, по яким Святлана Тихановська разом з Веронікою Сапкалою і Марією Колєсніковою рухаються до сцени. І уже ось зустрінемо їх тут, каля саме сцени. Одиною метою знявся наш дух, тіло світлом розганять. Проти офіцерів один народ, ми разом живемо на землі. Забійте, що древний виросло, не хочемо этой войны. Прочнитесь, вы направите, и пьемся до счастья своего. И мара народу в Україні життя просто картона було. Моцний рукам не вступлений круг, роди йдуть, йдуть. Ми белоруси, ми живемо тем, світлий сонячний путь. Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская. Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская. Турми, мори, браніш свободи, тродари, а морковка рухне, рухне, рухне і поховає свет старий. Разбури, турми, мори, браніш свободи, тродари, а морковка рухне, рухне, рухне і поховає
свет старый, разбуди муры, ради свободы дорогой. Рухни, 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 покрывая свет старый, разбуди муры, ради свободы дорогой. Рухни, 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 покрывая свет старый. Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская! Ух, ребята, все как в первый раз. Вітаю тебе, Городня! Мне вельмі падабаецца Городня. Гэта адзін з самых прыгожых гарадоў Беларусі. Гэта горад каралей. У ім захаваўся дух Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага. І я вельмі рада быць сёння разам з вами. Дзякуй, што вы прыйшлі. Дзякуй, што вас так шмат. В городе Гродно огромный туристический потенциал. Ваш город близок не только белорусам, но и полякам и литовцам. И мне сейчас хотелось бы говорить о красоте вашего города, о культурных и национальных традициях. Но так получилось, что с Гродном связана моя собственная боль. Как вы знаете, именно здесь, в Гродно, во время пикета по сбору подписей произошла та самая провокация, в ходе которой задержали моего супруга Сергея Тихановского и множество других его соратников. Радио Свобода, можно на хвилинку на приступку стать? Снять на то подтуль. Была в Минске с детьми, я смотрела онлайн-трансляцию. И когда это случилось, естественно, я должна была что-то делать, и я начала, как и множество других людей, как оказалось, обзванивать местное РУВД. И вы знаете, мы очень долго не могли добиться, не могли понять, где находятся люди, которых задержали. И в ходе следующих задержаний, вы знаете, это такая большая проблема, когда вашего близкого задерживают,
То, что задерживают, уже, к сожалению, в нашей стране стало обыденностью. Это очень страшно, потому что у нас уже не вызывает таких эмоций, прям негативных, как это должно вызвать. Задержали там, задержали тут. Ну, в порядке вещей, такая мы страна. Но страшно то, что мы в течение многих часов, а то и суток, не можем выяснить, где находятся наши родственники. Эту информацию всячески скрывают. А за это время страдают жены, страдают матери, страдают дети этих людей, которые были задержаны. Так вот, сегодня из-за той провокации уголовному делу подвергаются Сергей Тихановский, Дмитрий Фурманов, Владимир Книга, Евгений Родниченко, Дмитрий Попов, Дмитрий Козлов, Николай Статкевич, Игорь Лосик, Владимир Цыганович, Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Владимир Неронский, Александр Аронович, Артем Саков, Андрей Новиков, Павел Северинец и другие люди, которые потом прицепом пошли по этому делу. Администраторы телеграм-каналов, блогеры. Свободу политзаключенным! Вы знаете, сейчас я хотела бы поблагодарить сотрудников правоохранительных органов за то, что они взяли на себя ответственность за обеспечение правопорядка на наших пикетах, за то, что на наших предыдущих пикетах не обошлось без провокаций, но без задержаний, к сожалению, не обошлось все равно. Так, вчера в городе Молодечно и в городе Лида после наших пикетов были задержаны 2 команды журналистов телеканала «Белсат». Я хочу поддержать независимых журналистов, медиа и блогеров. Им приходится трудно в эти дни. Их арестовывают, им портят оборудование, их избивают, их преследуют только за то, что они показывают наши пикеты онлайн. Их наказывают только за то, что они говорят правду. Их наказывают только за то, что они показывают Беларусь, которая требует перемен. Не был журналистом, он был обычным человеком, который поехал по Беларуси, который начал общаться с людьми, который дал им возможность открыто говорить то, что они думают, то, что они чувствуют. Он дал им возможность говорить правду. YouTube-канал «Страна для жизни» стал глотком свободы для тех людей, которые хотели перемен. Его задержали, бросили в тюрьму, но так оказалось, что у него была жена, которая тоже хочет перемен.
у Сергея Тихановского в этом городе, в великом городе Гродно, было много последователей, людей, которые его поддерживали, которые в него поверили, которые поверили ему. Но также я знаю, что в Гродно очень много людей, которые поверили в Валерия Цепкала и в Виктора Бабарика. Поэтому я больше чем уверена, что вы все поддержали мое решение о консолидации со штабами Валерия Цепкала и Виктора Бабарика. 3 женщины. Женщины смогли определить ту цель, за которой мы, белорусы, почувствуем перемену. То есть мы не предлагаем вам Светлану Тихановскую как кандидата в президенты, мы предлагаем вам Светлану Тихановскую как символ этих самых перемен. Создали сильную команду ради общей цели – строить новую Беларусь. Вы, люди, создали сильную команду ради одной цели – строить новую Беларусь. Друзья, я вас прошу, не приходите на досрочное голосование. Приходите на избирательные участки только 9 августа, лучше во второй половине дня, чтобы удостовериться, что напротив вашей фамилии уже не стоит чья-то подпись. И голосуйте за меня, Светлану Тихановскую. Поднимите ваши руки, покажите мне ваши браслеты, оглянитесь вокруг, посмотрите, как нас много. Мы все вместе, мы в этом году обязательно победим. Когда Светлана Тихановская станет президентом Республики Беларусь. Я сделаю 3 вещи. Во-первых, я освобожу всех
политических и экономических заключенных. Свободу политзаключенным. Проведу референдум по возвращению Конституции 1994 года, где есть ограничение полномочий президента и сроков его правления. И в-третьих, друзья, в течение полугода я создам условия и проведу новые, честные, справедливые и абсолютно прозрачные выборы нового президента. И этого президента выберете вы! Спасибо. Я вас услышала. Друзья, я хочу, чтобы мои дети и ваши дети росли в безопасной Беларуси. Разве я многого хочу? Я хочу, чтобы наших людей не хватали на улицах за то, что они стоят в очереди или вышли прогуляться. А вы этого хотите? Я хочу знать правду. Даже если у нас в стране много заболевших коронавирусом, а не слышать Минздрав, что все хорошо. А вы этого хотите? Я хочу, чтобы люди, наши люди, не искали возможность уехать из Беларуси, а искали себя здесь, на нашей Родине, чтобы они работали во благо нашей Родины, нашей любимой Беларуси. Мы хотим жизни в своей родной стране. Моя главная цель – это провести настоящие, честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов. Сергея Тихановского, Валерия Цепкала, Виктора Бабарика и других кандидатов, которые захотят участвовать в этой гонке. Друзья, я не отступлю. Я пойду до победы. Спасибо. Друзья, я знаю, что вы меня поддерживаете. И мне сейчас, вот в эту последний этот отрезок времени, последний рывок, как никогда нужна ваша поддержка. Я ее чувствую. Я знаю, что вы рядом со мной, что вы за мной и что вы впереди меня. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни! Кандидат в президенты Республики Беларусь!
Ну а сейчас под ваши несмолкаемые аплодисменты я бы хотел пригласить представительницу штаба Виктора Бабарика Марию Колесникову. У вас так пригожа! Великий дякую, что вы сегодня здесь с нами! Мы любим вас! Меня зовут Мария Колесникова, и я представитель штаба Виктора Бабарика. Я искренне очень давно влюблена в ваш город. Я очень много раз здесь раньше бывала. Я люблю ваши замки, костелы, синагоги, тихие спокойные улочки, весь ваш исторический центр. Гродно – прекрасный город! К сожалению, у государства не доходят руки до всего этого исторического прекрасного центра. Так же, как у него не доходят руки и до нас. Хотя, наверное, если уж совсем честно, то пускай лучше и не доходят. Особенно, когда мы видим, как убого реставрируют ценные памятники архитектуры. Не реставрируют, а калечат. Исторические усадьбы разрушаются, потому что у государства нет денег на их реставрацию. Государство не хочет реставрировать исторические замки. Она хочет строить себе новые дворцы. А в частные руки усадьбы не отдает, жадничает. Получается, ни себе, ни людям. А мы теряем уникальные белорусские ценности. А чем без них привлекать туристов? Табакерками, что ли? Гродно, сколько у вас появилось новых табакерок? А сколько вырубили деревьев? Наверное, какая-то ошибка, да? Люди хотят смотреть на зеленые листья, а не на серые стены с надписью 3%! Гродно. Я хочу вам рассказать свою историю. По образованию я музыкант, и последние 20 лет своей жизни я выступала на сцене, я преподавала, я организовывала многочисленные международные проекты. Сейчас обо всем этом я говорю в прошедшем времени. Мне самой очень странно это слышать и очень странно это понимать. Вы знаете, я поняла, что все очень сильно изменилось. И вот 3 месяца назад я была абсолютно довольна своей жизнью. А сейчас я довольна своей жизнью? Нет, я недовольна. Я счастлива! Я счастлива! Я счастлива, что я сейчас нахожусь здесь с вами. Я счастлива, что я вижу ваши горящие глаза. Я счастлива, что мы объезжаем всю Беларусь, и мы видим тысячи, десятки тысяч людей, влюбленных в Беларусь. Спасибо вам большое! Я больше не принадлежу себе. Я принадлежу вам, любимые белорусы. Я принадлежу Беларуси. Спасибо вам! Когда Виктор Дмитриевич сказал, что он хочет стать президентом, я в тот момент абсолютно точно поняла,
что это именно тот президент, о котором я мечтала всю свою жизнь. И знаете, я помню тот день, когда я поняла, что Беларусь уже окончательно меняется. С первых дней нашей кампании вы все, прекрасные белорусы, забросали нас лайками, репостами, вниманием и своей безграничной любовью. Это было так вдохновляюще, это было так мощно. Мы видели поддержку большинства неравнодушных людей. Но тогда на самом деле мы до конца не понимали, как далеко распространится эта любовь за пределами интернета. Когда больше 10 тысяч людей записалось в инициативную группу и собрала около 500 000 подписей за Бабарика, мы были счастливы. Спасибо! Но даже и тогда на самом деле мы не понимали, как далеко зайдет ваша поддержка. Когда после задержания Виктора Дмитриевича тысячи людей вышли на улицы и стали в цепь солидарности, мы светились от гордости. Но и тогда мы не понимали, как надолго хватит вашего терпения и вашей поддержки. Прошел еще месяц, и мы вместе. Вы с нами. Нас стало еще больше. Большинство превратилось в абсолютное большинство. Любим, можем, переможем. 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 Я вижу, что вашей любви, поддержки, упорства и терпения белорусов хватит, чтобы дойти до победы! У нас получится! Мы сможем! Такие белорусы, как мы с вами, абсолютно невыгодны власти или режиму, как он сам себя теперь называет. Такими белорусами практически невозможно управлять. Таким белорусам сложно обещать и не выполнять своих обещаний. Таких белорусов трудно держать в неведении. Такими белорусами нужно заниматься. От них невозможно отмахнуться. Такие белорусы живы, активны, и до всего нам есть дело. Мы помним, что это не мы обслуживаем власть, а наоборот. Мы же такие белорусы! Каждый ваш пост, каждый разговор с коллегой, каждая активность и каждая ваша идея – все не зря. О нас знает весь мир. О нас снимают передачи и фильмы. Нас показывают в новостях по всему миру. Нас – это народ, которому больше не все равно, как жить. Мы очень долго думали, что мы абсолютно бессильны, потому что нам очень-очень долго это внушали. Но единственное, в чем оказалась реальная сила, это в нас самих. Сила в народе! В большинстве стран мира президента выбирает народ. Нам же приходится бороться за свое право выбирать. Разве это нормально? Еще недавно все мы с вами вместе говорили, все равно ничего не изменится. Люди не ходили голосовать, потому что думали, что все равно ничего не изменится. Люди не спорили, потому что были уверены, что все равно ничего не изменится. Люди не показывали власти, что они народ, потому что они думали, что все равно ничего не изменится. Разве вы так думаете теперь? Нет!
Разве вы теперь думаете, что вы ничего не измените? Теперь мы все с вами, и каждый из вас знает. Я могу все изменить! 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 То, что сейчас происходит с нами, это сильно и вдохновляюще. Это лето наверняка самое важное лето для нас. Это самое важное лето для каждого из нас. С этого лета начались перемены. Перемены никогда не случаются сразу. Перемены – это очень длительный и сложный процесс, но от него можно получать удовольствие. Вот как сейчас мы с вами. Мы же наслаждаемся. Мы вас любим. Ничего не заканчивается, все только начинается. Мы изменились, и это навсегда. Сейчас в нашей стране абсолютно никто не чувствует себя в безопасности. Ни те, кого хватают на улице, ни те, кто хватает на улице других. Из Беларуси годами уезжают талантливые, молодые, умные, хорошие люди. Но сейчас мы не хотим уезжать. Мы хотим бороться за свои законные права. Мы хотим выходить, стоять, писать, говорить, голосовать, наблюдать, выражать. Долбить! 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 Долбить эту власть! Единственные люди, которые нужны этому режиму, это фальсификаторы, которые исполняют приказы. Сотрудники милиции, которые дают ложные показания, судьи, которые этим показаниям абсолютно не верят, но выносят обвинительный приговор. Работники ЦИК, которые голосуют против регистрации, хотя на это нет абсолютно никаких причин. Результат их работы налицо. Абсолютный хаос и бардак везде. Этот дребезжащий драндулет власти разваливается по частям! Нужно перестать бояться. Нам нужно брать на себя ответственность за свое. Врача, пожалуйста, к сцене. Пожалуйста, стало плохо. Помогите, подойдите с правой стороны от сцены вот сюда. Нам нужен срочно врач. Вот, руками показывают. Под деревья. Пожалуйста, нужен срочно врач. Помогаем. Расступитесь, пропустите, пожалуйста, врача. Скажите, пожалуйста, врач дошел? Передайте, пожалуйста, все ли в порядке? Чем мы можем еще помочь? Здесь тоже нужен врач. Пожалуйста, по левую сторону тоже нужен врач. Пожалуйста, подойдите вот к этим березам. У нас есть еще один врач. Пожалуйста, подойдите с левой стороны.
Сейчас действительно очень жарко, и, пожалуйста, берегите себя. Пейте воду, возможно, надевайте какие-то головные уборы, да. Обращайте внимание на тех, кто находится рядом с вами. Следите, чтобы мы все берегли друг друга и никому не становилось плохо. Чтобы мы могли своевременно оказывать медицинскую помощь и поддержку друг друга. Пожалуйста, следите, пожалуйста, пейте воду, пожалуйста, стойте в тени, если вам тяжело стоять на солнце. Нам очень важно, чтобы каждый из вас был в безопасности. Берегите себя, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста, скажите, что сейчас ситуация с врачами, что врачи дошли до людей, которым стало плохо. Подтвердите это. Справа хорошо, слева? Слева тоже хорошо. Большое вам спасибо. Вы знаете, я не перестаю удивляться, насколько мы сильные и насколько мы готовы друг друга поддерживать. Это было видно особенно по ситуации с ковидом. И сейчас мы тоже стали с вами этому свидетели, как белорусы легко поддерживают друг друга, если кто-то нуждается в нашей помощи. Большое вам спасибо, вы великие! Нам нужно перестать бояться. Нам нужно брать на себя ответственность. Ответственность за свое будущее, а не ждать, что на пикеты придут другие люди, пока мы останемся дома. Помните, диктатура строится только на страхе. Мы просим о честности каждого милиционера, ОМОНовца, судью, каждого члена избирательной комиссии. Мы благодарим за честность всех тех, кто уже нашел в себе силы противостоять системе унижения и бесконечного рабства. Большое вам спасибо! Мы восхищаемся вашей смелостью и ценим ваши поступки. Много неравнодушных белорусов готовы предложить помощь, обучение, рабочее место тем, кто больше не собирается врать за 400 рублей в месяц. Вспомните историю фельдшера из Лиды, который честно высказался о коронавирусе и реальном положении дел в его городе. Павла уволили, но за несколько часов белорусы собрали ему его годовую зарплату. Потому что, в отличие от действующей власти, мы ценим честных и порядочных людей. Режим может справиться с площадью, но с длинным, регулярным и разнообразным протестом большинства он справиться не способен. И у режима остается два пути. Либо реформы и допуск людей к управлению, либо стать откровенно полицейским государством, агрессивным меньшинством, которое противостоит мирному большинству. Но на первое нужна смелость, а на второе нужны деньги. Ни того, ни другого у режима нет! Мы чувствуем невероятную поддержку по всей Беларуси. Мы чувствуем невероятную поддержку и консолидацию белорусов зарубежья. Мы знаем, что именно сейчас во Франкфурте происходит акция солидарности белорусов зарубежья с нами. Мы передаем им горячий привет и большие поздравления. Пожалуйста, помните, приходите на выборы 9 августа.
голосуйте за Светлану Тихановскую. Это наш билет в счастливую, свободную Беларусь! После победы Светланы Тихановской мы проведем новые честные выборы, в которых могут принять участие все желающие. Виктор Дмитриевич Бабарико, Сергей Тихановский, Валерий Цыпкало и все альтернативные кандидаты. И наш голос будет посчитан, а не выброшен в урну. Не голосуйте досрочно. Убеждайте всех своих друзей, коллег, соседей, просто людей, которые вы видите в городе, не голосовать досрочно. Говорите им, что руководители не имеют права никого к этому принуждать. Это карается большим штрафом. Очень важно это рассказывать. Пожалуйста, обращайте внимание на инициативу «Честные люди». На голос носите белые ленты. Раздавайте белые ленты тем, у кого их нет. Вместе мы победим! Спасибо, Гродно! Мария Колесникова! Спасибо вам огромнейшее! Спасибо! Рядом со мной находятся 3 сильные женщины. Женщины, которые в определенный момент своей жизни по не своему желанию зачастую стали на тот путь, в котором поверили тысячи. Да что там тысячи? Миллионы белорусов. И вам за это огромное спасибо, девчата! Огромнейшее! Спасибо! Ну а сейчас с превеликим удовольствием я бы хотел предоставить слово представителю штаба Валерия Цыпкало, Веронике Цыпкало. Добрый день, Гродно! Добрый день, гродненчане! Мне вдвойне приятно сегодня стоять на этой сцене, потому что мой супруг Валерий Цыпкало родился и вырос в этом прекрасном городе Гродно! Родители моего супруга всю жизнь проработали на Гродно-Азот. Он здесь вырос, он здесь сформировался как личность. В Гродно мы собрали огромное количество голосов в поддержку моего супруга. И за это вам большое спасибо! Сегодня утром я разговаривала со своим супругом, и он попросил передать всем гродненчанам большой привет, а также попросил передать слова поддержки и вашу помощь для поддержания нашего кандидата Светланы Тихановской. Мой супруг мужественный человек, но иногда так складываются жизненные обстоятельства, что он вынужден был уехать за пределы нашей страны в целях безопасности нашего ребенка, наших детей. Но в любом случае, большое вам спасибо, большой вам привет и, пожалуйста, поддержите нас с нашим кандидатом. Дорогие земляки моего супруга, сегодня я бы хотела прочитать вам стихотворение, которое, как мне кажется, как никогда актуально. Мой супруг его знает наизусть, но я, к сожалению, с вашего позволения его прочитаю. Это стихотворение нашего великого поэта Максима Богдановича. «Поміж пясков египетской земли
над хвалями синеючого Ніла, у школьки тысяч год стоїть могила, в горшку насіння жменю там знайшли. Хоч зерники засохшими были, усё ж таки життєва їх сила збудилася і буйно сколосила порой весеннє збожжя на ролі. Вось символь твой, забитий краю родний, зворушений нарешті дух народний. Я верую, бесплодно не засне, а уперед рынется, мовляв крыница, которая могутно гучном кне, сдалешь с глебы на простор пробиться. Спасибо. Мне кажется, время Беларуси пришло. Пришло время перемен. Мы, как все белорусы, как белорусский народ, мы хотим перемен. Мы хотим новый курс развития нашей страны. Мы хотим, чтобы мы жили в современной Беларуси 21 века. Мы хотим жить в богатой стране. Мы хотим, чтобы наши соседи, братья-поляки, опять приезжали к нам на закупы, а не наоборот. Мы им будем рады. А вы этого хотите? Гродно – один из самых красивейших и древних городов нашей Беларуси. Мы очень гордимся Гродно. Но посмотрите, каким образом власть бережет наши культурные памятники. Посмотрите, после так называемого ремонта от Чижа, Мирский замок практически чуть не был исключен из всемирного наследства ЮНЕСКО. А сейчас, насколько я знаю, в Гродно обычная коммунальная строительная компания, если я не ошибаюсь, Жилстрой, планирует ремонтировать древний памятник, исторический памятник Гродно, старый замок. Я уже представляю, какой там будет ремонт. И это все потому, что нынешней власти наплевать на нашу историю или культуру. Мы с этим не согласны, а вы? Про белорусский язык, про наши вышиванки наша власть забывала и игнорировала 25 лет. Только когда замаячила угроза суверенитета Беларуси, начали вспоминать, что у нас есть язык, у нас есть культура. Действующая власть говорит нам, действующий президент говорит нам, что он гарант суверенитета. Но все мы видим его политические игры, и все мы видим, к чему эти игры приводят. Последняя ситуация с боевиками-наемниками, российскими боевиками-наемниками, может привести к тому, что Россия закроет с нами границу. И дальше может Россия использовать этот аргумент в качестве оказания на нас давления. И как вариант, мы можем потерять суверенитет. Вы с этим согласны? Новый президент не должен управлять страной в ручном режиме. Он совместно с народными представителями и депутатами должен определять курс развития страны, оборонную политику, внешнюю политику, а экономику, развитие экономики должен определять премьер-министр, который может быть в данном случае сильным хозяйственником в кавычках, но также наше правительство. Кто знает, как зовут существующего премьер-министра или как звали предыдущего премьер-министра? Считанные люди знают, как зовут нашего премьер-министра. А все потому, что у нас во всем разбирается исключительно один человек. Он у нас специалист во всех областях. Вы с этим согласны? Хочу обратиться отдельно к бюджетникам Беларуси. Ребята, я серьезно, я считаю, что вы современные крепостные люди, потому что среди вас огромное количество высокопрофессиональных людей, вы хорошо работаете, вы прекрасно работаете, но те гроши, которые вы получаете, они не стоят
тех трудозатрат, той энергии, которую вы вкладываете в вашу работу. Посмотрите, при этом вас постоянно запугивают. Вас запугивают выборами, вас заставляют фальсифицировать выборы. Вам не дают информацию о ситуации коронавируса. Власть не предприняла никаких мер по защите вас во времена коронавируса. Посмотрите, вас постоянно сгоняют на субботники и разные мероприятия, которые никому не нужны. Неужели вы это боитесь потерять? Нет! И мы хотим, чтобы вы этого не боялись. Наша команда, команда 3 штабов, Виктора Бабарыки, Сергея Тихановского, Светланы Тихановской, Валерия Цыпкала. У нас команда высокопрофессиональных людей. У нас в команде есть люди из госаппарата. У нас есть команда люди из частного бизнеса, которые понимают и разбираются в проблемах и госаппарата, и частного бизнеса. Поэтому среди госслужащих мы видим огромное количество тоже высокопрофессиональных людей. Все, что нам нужно в госаппарате, это поменять систему мотивации. И тогда госслужащий станет нам другом, станет нам советником и подставит плечо. Вы с этим согласны? И главное, я поняла, спасибо. И главное, нам всем не надо больше бояться. Не надо бояться. Те времена бойни должны уйти в прошлое. Если ты один или одна, возможно, это страшно. Но посмотрите, сколько нас здесь. Посмотрите, сколько людей собираем мы в каждых городах. И запомните, они никогда не уволят ни 50, ни даже 30% людей, потому что некому будет работать. Вы с этим согласны? Итак, что нам нужно сделать? Первое. Для изменения ситуации в стране мы все приходим 9 августа и голосуем за Светлану Тихановскую. За эту мужественную женщину. Второе. Мы регистрируемся в качестве наблюдателей на избирательных участках. Чем больше нас будет на избирательных участках, тем тяжелее им сфальсифицировать результаты выборов. Третье, как мы здесь не раз говорили, белые браслеты. Пожалуйста, градинчане, мы сегодня прогулялись по улице Советской. Мы встретили небольшое количество людей с этими белыми браслетами. Не поленитесь, сделайте эти белые браслеты из любых подручных средств. Это может быть кусок белой ткани, это может быть кусок бумаги, это просто может быть кусок бинта. Сделайте несколько браслетов и поделитесь со своими родственниками, друзьями, соседями, просто не безразличными людьми. Пожалуйста, носите эти браслеты. Это будет означать, что вы не поддерживаете существующий режим. Ознакомьтесь с инициативой «Честные люди». Принимайте участие в платформе «Голос». Это онлайн-платформа, которая позволяет регистрироваться через мобильное приложение, либо через компьютер. Помогите старшему поколению зарегистрироваться. Регистрация очень простая. Вы вводите свой номер телефона и потом должны будете отсканировать бюллетень заполненный и отослать на эту платформу. Не забываем, что участие и регистрация в этой платформе не исключает участие на выборах 9 августа. Пожалуйста, ознакомьтесь с этой платформой и принимайте участие, поговорите с вашими родными и близкими. И последнее. Это еще одна инициатива от честных людей, это скорая взаимопомощь. Все те, кто пострадал от этого режима, кто высказал свою активную гражданскую позицию и из-за этого потерял работу, в рамках инициативы «Скорая помощь» вам помогут. Помогут переучиться, помогут найти работу. Поэтому знайте, что вместе мы сила. И последнее, дорогие градинчане, без всех нас, без народа, эта власть не состоявшаяся, и она никогда не выиграет. Здесь, у вас в Гродно, на родине моего супруга Валерия Цыпкала, есть свежий пример гражданского мужества. Это который взорвал белорусский интернет и облетел всю страну. Это директор центрального спорткомплекса ЦСКА Виктор Шумин.
Спасибо большое, друзья. Всем привет. Я уверен, что здесь собрались только друзья, потому что у всех у вас, у всех у нас общая цель. И вот эта вот история с моей открытой критикой в адрес Орда за поддержку действующего кандидата, она наделала много шума. Многие даже сказали героизм, но я не считаю это героизмом. Вот представьте, до чего мы дожились. Мы считаем просто честное, открытое выражение своего мнения героизмом. Но мы все к этому сами пришли. Нас заставляли бояться, нас заставляли молчать, нам не давали высказать свое мнение. И мы боялись. Мы на кухнях даже шепотом друг с другом разговаривали, потому что всем нам есть что терять. Будь то работа, будь то комната в общежитии, нам всем есть что терять. Но вы же знаете, что мы за это время потеряли намного больше, чем какая-то комната в общежитии. Вы же знаете, что мы за это время потеряли свободу слова, мы потеряли свободу собраний, мы потеряли право выбирать и быть избранным. Презумпция невиновности забыта полностью. Вы же это все видите вокруг, об этом не надо говорить и не надо доказывать. Вы хотите, чтобы так продолжалось дальше? Так вот сейчас у вас есть шанс все изменить. Для этого надо сделать совсем немного. Вам надо просто открыто заявить о своем желании пользоваться всеми правами и свободами, которые нам положены, а не только мирным небом и суверенностью, которыми нас убаюкивает власть. И я знаю многих людей, которые уже сделали этот первый шаг. Потому что первый шаг, он самый страшный. Дальше гора с плеч. Дальше только радостное настроение и движение вперед. Поэтому я призываю, сделайте первый шаг. Открыто сделайте свое заявление, свой выбор. Придите 9 числа, чтобы отстоять свой голос. И хотел еще процитировать Ницше. Невозможно быть свободным от того, от чего убегаешь. Поэтому я не собираюсь убегать. И вас призываю отстаивать свои свободы. Вы все невероятны. Молодец! Молодец! Вы знаете что? 3 девушки показали нам 3 символа. Символа надежды. Любим, можем и раможем. Я предлагаю этими символами заменить символы в известной игре «Камень, ножницы, бумага». Но с единственным условием. В этой игре нет проигравших. В этой игре мы победим! И молодые, их не излечено было. Спасибо! Спасибо! И запаливали свечки ему, был понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, и они спевали за им. Разбуры, турмы, муры, ранишь свободы до горы. А Воркутка рухнет, 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 и поховает след старый. Разбуры, турмы, муры, ранишь свободы до горы. А Воркутка рухнет, 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 и поховает след старый.
всей Беларуси поднялся народ, свободу свою отстоять. Одиною метою взнявся наш дух, темру святлом разгонять. Браты, офицеры, мы один народ, мы разом живем на земле. Зробите сумленный выбор свой, не хочем мы этой войны. Прочтитесь, мы до правды идем, и гнемся до счастья своего. И хмара народа в Украине життя, просто как добре было. Моцных рук от неотступленных рук, роды ведут и ведут. Мы белорусы, мы с миром идем, у всех есть солнечный путь. Свободы дробяры, а муркулка рухне, рухне, рухне и поховает просто разом. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы дробяры, а муркулка рухне, рухне, рухне и поховает свет старый. Дякую, Грота! Никогда не забывайте, что только вместе мы сможем построить страну для жизни! Спасибо, Светлана, спасибо, Мария, спасибо, Вероника, браво вам, девушки! Я смотрю на вас, и в душе я ликую. Да что в душе, я здесь стою на сцене, ликую и радуюсь за то, что у нас есть такие замечательные, честные, открытые, миролюбивые люди. Спасибо, что вы есть у всех, кто друг друга в Беларуси! Спасибо! Ну и в конце. Мойте руки с мылом и слушайтесь родителей. А 9 августа голосуйте сердцем. Спасибо! Ну что ж, на этом моменте наша официальная часть нашего разрешенного митинга в поддержку Светланы Тихановской подходит к своему логическому завершению. Длится он у нас до 15:00, но мы специально отвели небольшое количество времени, примерно полчаса, для того, чтобы вы смогли спокойно разойтись, чтобы всем хватило дорожек, чтобы всем хватило места, чтобы вы добрались сегодня домой в целости и сохранности. И На гэтым спасибо. Толькі што скончылася афіцыйная частка гэтага мерапрыемства. Мітынгу у горадні у падтрымку Святланы Ціхановскай. Ой, так, я сам просто вельмі дрэнна чую. Можа быць, проста адыдзем трошки. Живе в надії, любості, віри, у наш
сердцах Беларусь живет. Живе Беларусь, Беларусь живе. Добрый день. Живе Беларусь. Вы хотели сказать про этот лозунг «Веры можем, переможем», так? У 10-м году, когда сидел в в'язниці Олесь Кіркевич, і він придумав цей лозунг. Це городянський лозунг. Віримо, можемо, переможемо. В якому году це було? Він сидів у Менську, на Крестіна сидів. Чи у тюрмі КДБ, я не пам'ятаю де. Ну, це наш хлопець. Розповідіть увогуле, що ви думаєте про сьогоднішню зустрічу? Що я можу сказати про зустрічу? Ми повинні змагатися. Це наш опошній шанс. Коли він застанеться, тоді нам тут не буде місця. Люди, приходьте, допомагайте, єднайтеся. Треба змагатися до опошнього. Дякую вам велике. Зараз вже доволі хутко разом. Не змарнела, повольний дух нас уже іде. Пістях лунає біл, червоно-білий, лунає стяг, і Білорусь живе. Пістях лунає біл, червоно-білий, лунає стяг, і Білорусь живе. Живе Білорусь, Білорусь живе. Живе Білорусь, Білорусь живе. Мы трошки адыходим от сцены, тому що вельми гучно грає музика і не чувати нікого з наших співрозмовців, з ким ми спробуємо поговорити. Спасибо за правду. Дякую. Добрый день. Скажите, будь ласка, вот что на сегодняшней встречи, что вы думаете? Ой, я очень счастлива, очень горда тем, что к нам приехали наши девочки. Ну, сначала я хотела бы попросить у них прощения за наше Гродно, что такая несчастная беда у нас случилась в нашем городе. А во-вторых, я принесла икону Георга Победоносца и подарила штабу Светланы Георгиевны Тихановской. Это свет в окошке, это наш Георгий Победоносец, который приведет нашу страну в светлое будущее.
светлое будущее наших внуков, правнуков. Наших правнуков. И я хочу, чтобы все пришли 9 числа голосовать только за Светлану Тихановскую. Живе Беларусь! Дякую вам за ваше міркування. Усіх шмат кого цікавило те, що за чоловік прийшов на зустрічу з Тихановською з великим портретом Олександра Лукашенки. Ось журналіст Гродно Лайф спробував, поговорили. Так, Руслан, вітаю. Да, добрый день. Только что мы проходили. Все думали, что он глухонемой или еще какой-то. Нет, он нормальный, адекватный человек. И сказал, что работает на Гродно Азоте. Пришел по собственному желанию. Купил портрет Александра Лукашенко. Зовут Владимир. И он считает, что 3 женщины – это тупик для страны. Это он так сказал, да. Ну и все. Единственное, что он сказал. Я просил его номер, чтобы потом пообщаться с ним, но не захотел, да. Добрый. Он адекватный и говорит, что сам он родом из России, но в советские годы переехал сюда и живет здесь. И он будет и голосовать за Александра Лукашенко, так сказал. Дякую, Руслан, що потлумачив, тому що у нас не отрималося самих підійти до його своєчасово. Ось. На гэтым мы, напевно, будем завершать нашу трансляцию с города, где пришел великий митинг, великий по мясцовых мерках митинг сустрэча Святланы Тихановской і аб'яднанага штабу. Дякую вялікі, што глядзелі гэты стрым. Калі ласка, подписывайтесь і на наш YouTube канал, і на телеграм-канал Радыё Свабода, і адсочвайце таксама навіны на нашым сайце. Заставайцеся на свабодзе. Мы неудачное место выбрали. Ты где?